Возвращались с вызова, у нас был вызов в Нестеровск. Больная у нас была средней тяжелой степени тяжести. Фельдшер Сунжинской станции скорой медицинской помощи прекрасно помнит все, что было до аварии, а вот после – смутно. У Марины Акоевой сотрясение мозга. После столкновения она сразу схватилась за девочку, которая лежала на носилках, предотвратив возможный удар. Я сразу поймала эту девочку, 15-летняя девочка с нами была. Дальше я не помню, я, по-моему, сознание потеряла, когда я уже очнулась, я была в больнице, находилась в больнице. Меня и этого ребеночка забрали сразу. Несовершеннолетнюю больную сразу доставили в ДРКБ. Ее жизни ничего не угрожает. Девочку уже выписали. А вот другие участники аварии находятся в травматологическом отделении Сунжинской центральной районной больницы. 7 человек лежат с травмами различной степени тяжести. В основном у тех, кто находился в карете скорой помощи, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, основной диагноз у них. У этих ребят, которые находились во второй машине, да, есть перелом ключицы, которые лечатся. Один из них, возможно, будет проходить оперативное лечение. Но объем лечения решают наши доктора, лечащие, заведующие отделением. Ну и консилиум собирали, и смотрели мы их. Так что пока их состояние не представляет угрозы для жизни. ДТП с участием скорой и легковушки произошло на одном из перекрестков Сунжи. Неотложка направлялась в город после очередного выезда со стороны федеральной дороги, а Лада Приора из Серноводска в район авторынка. Карета скорой помощи проезжала на запрещающий знак светофора «Красный свет» по сплошной линии. Данная автомашина ВАЗ-2170 «Лада Приора» направлялась в сторону авторынка на разрешающий знак светофора, а именно зеленый свет светофора. При этом у скорой были включены мигалки и спецсигнал. По факту ДТП проводится проверка. Материал находится в следствии. Между тем мы решили провести свой эксперимент и проверить, насколько охотно уступают автолюбители дорогу спецтранспорту, и выехали на очередной выезд с бригадой скорой. Проехав по самым оживленным улицам города, стало очевидно, что автолюбители охотно уступают дорогу скорой помощи после того, как слышат спецсигнал. На этих кадрах видно, как автолюбители останавливаются на обочине и перестраиваются. Эту же положительную тенденцию за последние 2 года заметил и водитель неотложки Муса Накостхоев. Автомобилисты стали более сознательными, так скажем, пропускают на обочину датбу. Единственный момент – выезжающие на перекресток не всегда смотрят, некоторые неаккуратно выезжают, и это создает дополнительные проблемы. Практически каждый день работникам скорой приходится сталкиваться с экстренными ситуациями, когда счет идет буквально на секунды, а жизнь человека зависит от времени прибытия бригады на место происшествия. Поэтому каждый автолюбитель должен осознавать, что именно в эти минуты кто-то находится между жизнью и смертью. Зелимхан Калоев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.